QL, друзья, приветствую. Сегодня стрим у нас на чеченском и русском языках. Аят Машвоваль. Сегодня 10 февраля 2026 года. Извиняемся за опоздание. 19 часов 4 минуты по Брюсселю, 21 час 4 минуты по городу Джохару. Сегодняшний у нас стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 197-й стрим. Стрим называется «Падение цен на нефть. Падение цен на нефть и дипломатия США на Кавказе». Об этом и многом другом давайте поговорим на канале официальной страницы Президиума правительства в Telegram и на канале YouTube Reality и в TikTok. И еще раз напоминаю всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Уже за лайки, сегодня буквально читал, что уже кого-то там осудили, а не только за лайк. Будьте осторожны, друзья. Смотреть и нужно, и безопасно пока, по крайней мере, потому что предупрежден, как говорится, вооружен. И я передаю слово сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Викдошту. Ассаламу алейкум, хами махкой, вежери и жири. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, тех, кто нас слушает. И события, которые мы ожидаем, вот что-то будет такое положительное, что могло бы развернуть ситуацию в сторону благоприятное для установления, скажем, мира, остановления войны в Украине, которую развязала Россия. Россия, в принципе, не может жить, как вы знаете, со времен своего основания, еще со времен Ивана Грозного. Они жили только вот с захватом чужих территорий. Планов у них, как и таких экономического развития, по большому счету не было. Они делали эти захваты для того, чтобы, захватив чужую территорию, и возрождаться, как говорится. Вот мы захватили территорию, давайте ехать туда жить, давайте там осваивать, давайте оттуда все продукты или там какие-нибудь полезные ископаемые возить. И вот такая жизнь в этой стране была всегда. Это, обладая такими большими запасами, она не могла, эта страна не могла даже быть на Советском Союзе после победы над фашистской Германией, не могла восстановить свою экономику, а наоборот, она все время готовилась к продолжению этой войны. Ну и сами знаете, эти гулаги, остальные вот эти дела, когда людей хватали за все, что угодно, в смысле за любые провинности, сажали в тюрьмы, и они по всей стране строили дороги, каналы, и все это для того, чтобы, значит, приобрести и сделать оружие, которым бы они потом охватили бы весь мир и стали мы весь мир построим, мы всех там враг поставим. Ну, вот такая империя она была, и когда в 90-м году, когда вот этот крах произошел Советского Союза, фактически это было предначертано империей, но здесь даже развал самой империи, эти имперцы взяли в свои руки, даже написанное правило, которое было для них самим освоено и сказано, будем, если расходиться, то так, они ее не соблюдали, снова разваливали, и снова для того, чтобы не сидеть без дела, ухватить эти территории, которые вот этим дает свобода, этим не даем, а в целом планируем снова создать. Вот неправильно решил тот, который был до меня, скажем, Ельцин или там другие. Вот такие дела вот в этой стране происходят. Ну и сегодня в этом русле как раз вот по этим экономическим рычагам, которые есть у России, то есть это нефть, газ, там золото, какие-то там другие ископаемые, которые вот, по которым бьет остальной мир. Сейчас вот по нефти и газу
были вот такие ходы, которые сделаны были со стороны Трампа, президента Америки, который заявил, что он теперь договорился с Индией, договорился там с другими странами. Европейцы договорились, что по Балтийскому морю они больше не будут эти свои российские, в смысле, эти корабли пускать с нефтью и газом, которые они потайно продают, хотя у них есть санкции, чтобы их, как говорится, не дать возможность им приобрести финансовое, значит, наполнение своего бюджета. И сейчас вот идет вот такая вот ситуация, раскрывается, но несмотря на это, русские в этой стране привыкли жить, терпеть. Они говорят, вот мы, давайте скажем, ну так вот, в принципе, я бывал в некоторых местах по России, я имею в виду в разных местах, и там простой люд всегда говорил, да, мы хоть кусок хлеба там будет, лишь бы не было войны. То есть они как бы лишь бы не было войны, они готовы терпеть, а в то же время в войне участвовали, шли, там, их направляли как пушечное мясо воевать, они захватывали, уходили из своих семей. Я вот говорил в прошлый раз, у них там такие общества были, они еще в царской России до этого работали на фронт. То есть он вырастает, и сразу он учится где-нибудь там в каком-нибудь там гвардейском или другом училище. Это, скажем, князья или другие такие чиновники, собственно говоря, по званию. А простые люди, они на 25 их вербовали, они шли и 25 лет служили. Представляете? У него семья все бросает, и на 25 лет он, значит, служит, и там может и умереть, и погибнуть, а семья его, которая там общество какое-то христианское, она находилась в каком-то там, значит, состоянии, и отдельно как бы жила, и эта вся семья, и старший их по чину отец или дед, он управлял все этими, то есть он практически заправлял всем, что там было. Вот такая была эта страна, и вот такой был этот народ. Вот так вот получилось. И поэтому они были внутренне, вот скажем так, многие вот говорят культура, вот российская культура, там опера, балет или что такое, как. Мы всегда думаем о том, культура, в первую очередь, это культура, это семья, семья. Есть вот какая семья, есть вот такое отношение, внутреннее отношение к старшему, младшему, как относиться, как учиться, как относиться к другим людям. Вот семейное воспитание в этих обществах, которые я говорил, совершенно отсутствовало. Ну и сегодня поэтому вот мы видим, что это общество, которое работало всегда на власть, она выходила, значит, утром на работу и в Советском Союзе, и вечером проходил, ничего своего у них не было. Если там был пригородный участок или что-то, они где-то пытались это, ну, урвать, как говорится. Их просто ставили в рабское положение, и тех, которые завоевали они территории, а их тоже такое же условие поставили. И что мы получили, как вот, в принципе, если говорить, в итоге, обладая такими мощными запасами экономическими, я имею в виду природные ископаемые, покупали все у соседних стран, там нефть, газ, продавая все это, потому что их было у них много. А в один момент, когда цены на все это рухнули совершенно, как в 90-м году, рухнули цены на те, значит, на нефть и газ и другое. И через какое-то короткое время в стране не стало всего, что необходимо для житья. И что делать? И в этой ситуации и страна сама, и сами люди начали думать, что вот такая вот ситуация. И вот сегодня вот такое предчувствие, что в самой нынешней России такое может произойти, предчувствие такое. Ну, мы это можем чувствовать по наблюдениям, которые мы слышим, видим через наших знакомых по интернету, по телевидению. Это, конечно, когда по всем этим, скажем,
средства массовой информации не всегда всему можно верить, потому что всегда говорят одно, красочно говорят или слишком преувеличено. Но в целом вот эта тенденция такая, что все идет к тому, что в этой стране что-то сильно нестабильно. Но они терпят эта страна, они идут на войну, им платят, а денег сегодня как будто бы и нет никаких денег. Вот говорят, вот я слушал, знаю даже об этом, когда Советский разваливался, тоже в Центральном банке, то есть в стране не было денег, и не знали, что делать, как, что купить и почему. И да, из Центрального банка премьер-министр тогдашний СССР забрал все деньги и передал, значит, на пользование в страну, а банк оголился. И вот поэтому нечем было и покупать, внутри были какие-то деньги, они тоже быстро исходили на нет, так. И вот сегодня тоже вот такое положение. Но все, что мы говорим, а сейчас вот с вами говорили, что это такое? Так ли это на самом деле? Мы это увидим, как говорится, через 2 недели, как говорят, как Ельцин или Трамп всегда давал время, 2 недели, и вот так вот посмотрим, что будет. Но в целом видно, что эта ситуация как-то напрягается. И еще с этими выборами, вернее, переговорами, которые проходили в Саудовской Аравии, еще никакой четкой ясности нету. Ситуация вот так вот складывается, и мы думаем, что все же ситуация такая, что бы там ни говорили, как бы ни говорили, ситуация напряженная. Сейчас вот на, скажем, информационном плане выбрасывается другая идея, почему все же так держится, почему так Трамп защищает, скажем, если так можно сказать, этого Путина, почему они это говорят. Ну вот объясняют, сейчас есть вот несколько вот информации о том, что оказывается, насколько это верно, мы узнаем в ближайшие дни, оказывается, Путин обещает через своего этого гонца, Дмитриева послал в Америку, он этим занимался, оказывается, сейчас это выяснилось, это опубликовано в газетах Америки и Англии, где они там говорят, вот ситуация такая, оказывается, что Путин предложил Америке, что он готов отдать все северные вот эти территории, где заложены колоссальные запасы всех ископаемых, так, и на 12 триллионов долларов. То есть вот такое предложение. И если это, и передать эти все территории на 25 лет. И вот в этом оказывается вся загвоздка. Ну, это сейчас широко обсуждается, говорят. Но насколько это верно, здесь, когда вот сейчас и дальше будут об этом говорить, мы узнаем. Ну, эта информация вот день-два, как она брошена, и об этом вот все говорят. Но на самом деле, мне кажется, что бы ни говорили, все же вот эта попытка вот столкнуть Украину с своей, значит, позицией, со своей конституцией, не удастся. Почему не удастся? Потому что есть международные законы, есть законы в самой Украине, где нельзя будет совершить тот или иной ход, который противоречит основе государственного устройства Украины и который противоречит самой идее общенационального, то есть всемирного, значит, международного права. В международном праве сказано то-то, 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 и застрельщиком, основой всего этого международного права была сама страна Соединенных Штатов Америки. И если она с этой основы будет уходить, так, и будет ее разлагать, то в конечном итоге получится, что вот, ну, я полагаю, что все те законы, все те устройства мировое, которые есть сегодня, оно все рухнет. Это означает что? Это означает, что получится, все будет как-то отпущено,
скажем, по понятиям. И тогда начнутся вот эти коллапсы, может быть, даже начнется Третья мировая война, а не на что будет опираться. И в целом, если это так будет, и сам этот доллар рухнет. А если доллар рухнет, то Америка сама тоже в этом смысле окажется выброшена из этой системы. То есть вот такая ситуация, и об этом мы рассуждаем и говорим. Что будет? Посмотрим. Как говорится, посмотрим, куда это развернется. Аслан, я на этом остановлюсь, а там дальше вопросы, ответы. Давай. Как раз вы ответили уже на вопрос по поводу вот этих 12 триллионов, который был задан. И, Мгм. у меня вопрос. Вы считаете, почему Джи Ди Венс, вице-президент США, отправился в Армению и в Азербайджан и не посетил Грузию? Как вы считаете, с чем это связано? Но, я не знаю. Я знаю, что он Армении был, Азербайджан, а в Грузии не посетил. Мне это неизвестно. Наверное, не посетил, раз ты говоришь, так? Ну, Я это пока, по крайней мере, не посетил. не Пока. пос не посетил. Уехал он уже, да, оттуда, да? Ну, он в Азербайджане сейчас, по-моему, но, скорее Ну, всего, не наверно, посетил. потом и в Грузию поедет, там видно будет. Но это Будет видно. связано, я так думаю, Аслан, что это связано вот с этим, как вот Зеленогорский, как он называется, этот коридор, Зангезурский. ага, который, является, ну, перешейком, который вот, здесь, будет как-то решаться вот это великий шелковый путь, который, хотел провести и создать Китай. И вот Китай, дойдя там по Средней Азии, через Каспий, в конечном итоге дальше если идти, то здесь уже Трамп и Запад уже дают знать Китаю, что мы здесь тоже хозяева дальше. Я так думаю, они хотят, чтобы Китай в этом деле там не пошел как бы дальше, так, и не стал бы вот здесь вот на этом наживаться себе, и на тебе, он-то охватит тогда вплоть до Лондона, вот это все охватит, и будет сидеть тебе руки греть. Ну и, Мгм. конечно, Запад и Америка в этом смысле ему в этом вопросе противодействуют. Поэтому это вице-президент туда поехал, я думаю, и там налаживать те вопросы, которые необходимо, вернее, выравнивать, утверждать те пункты, которые необходимы, и какие вопросы там решить надо. Я так думаю, Аслан, в Мгм. основном. Как вы считаете, Информации нет, война там же никакой информации нет, и кроме того, как он прибыл, все, его пока встречают. нет, Да, пока нет. я так думаю по этой причине в целом. Мгм. Понимаешь? Как вы считаете, война, в Иране будет против Ирана американцами, Израилем? Да, Будет? если, она возможна в случае, вот, если вот этот вопрос там вот с этим коридором, сейчас приехал этот Венс, так, если там они будут, вот, ведь Китай и, скажем, Иран и Россия здесь вот хотят как-то влиять на ситуацию, так? И здесь вот как раз-таки на тебе, минуя Иран и минуя это, под бок, подбоченился, и подходит Европа и подходит Америка. Здесь напряженная такая ситуация, и поэтому они подгоняют туда свой флот. Об этом уже информация была несколько дней назад. Мгм. Подгоняют, ну, все, что необходимо, корабли, самолеты, ну, все. То есть они показывают, что они готовы ударить по Ирану, если, мол, будете себя вести не так. Ну и здесь еще Израиль тоже в этом плане тоже готовится. То есть вот здесь напряженка вот в этом вопросе. То есть если ты обладаешь финансами, как говорится, то ты, значит, как бы здесь уже на коне. А если нет, вот эти как раз-таки спор, экономический спор, вот здесь и возникает вот этот узел, который они хотят здесь разрулить в свою пользу. И, возможно, я так думаю, что может быть какой-то там очаг напряженности, но что будет, посмотрим. Конечно, было бы лучше, если бы этого не было, вот этого столкновения. И какая польза будет нам от того Украине или, скажем, чеченскому народу в будущей своей перспективе вот эта ситуация. Мы должны об этом думать,
должны наших друзей, которые есть в Грузии, Армении, Азербайджане, с ними посоветоваться. Я вот сегодня с одним там разговаривал, он пока еще не совсем тоже в курсе дела. Видно будет, говорит, видно будет. Но в целом вот такое вот мнение. Знаешь, Аслан. Мгм. В случае полномасштабной, большой, долгосрочной войны в Иране, которая, скорее всего, будет долгосрочной, что это грозит для нас, кавказцев, и чем это чревато для самих Соединенных Штатов? Может ли это превратиться во второй Афганистан или во второй Ирак? Ну, я думаю, что Америка не станет туда вводить войска, так? А, Америка не станет там устраивать второй Афганистан. И я думаю, что просто они хотят ударить по управлению этой страны, по Айтале, по руководству, попытаться сменить там руководство страны. Вот у них такие планы, как мы знаем. Если эти планы их окажутся, ну, скажем, ну, реальными, если они так решат, они могут, вот как они ударили, вот год назад примерно, полгода, как они мгм, послали свои самолеты, били по тем местам, где они видели, предполагали, что находится их атомное оружие, которое они делают. То есть не оружие, а то, что они делают. И мгм, сейчас они прямо намекают, если ты, мол, там будешь вот так себя вести, то мы тебе, значит, это не оставим, мы тебе, мол, покажем, там Трамп сидит и распоряжается, знаешь. У него есть этот резерв, у него есть армия, и они еще пока готовы на это пойти. Но на уступку Америка не пойдет, я так думаю. В то же время и эти хотят на уступку идти. А с нашей точки зрения, или если рассуждать, эти страны, и Иран, и Китай, и Россия, это диктаторские режимы, которые посягают на свободу, значит, слова, свободу личности, на то, чтобы люди могли решать судьбу своей страны, избирать себе власть. Этого там нету. Поэтому мгм, такая система власти нам кажется, потому что у нас наша страна такая, что мы здесь смотрим на это все иначе. Исходя из этого, мы на стороне сейчас, той стороне, которая против вот этих диктаторских режимов, их системы власти. Вот что. Мы же видим, как в Иране народ там живет очень древний и цивилизованная, цивилизация очень древняя, люди там же в Китае также, но система власти, она такая, что сейчас вот они просто поднялись экономически по разным путям, там накрутили на, как говорится, м, наворотили столько оружия или другое, и уже поднялись и идут, представляете, на Украину идут, вот захватывают. Они помогают же, они же делают это. Хотя сейчас, как я так и вижу, что снова, значит, Китай здесь не совсем уж упорствует, как видно, ему там какие-то преференции этот Трамп обещает, и, может быть, там Си тоже там желает что-то где-то, значит, не натворить лишнего. То есть ну, не нагнетается ситуация. Хотя мы видели вот неделю или две назад туда вот в Иран Китай туда завозил какие-то свои оборудования, какие-то большие самолеты засылал и говорили, что это против, вот если ударит, что вот мы там не дадим, чтобы Америка здесь главенствовала. То есть мы с вами не можем сейчас сказать ничего такого, кроме того, что вот, допустим, напишут там или там в журналах или какие-то люди, факт, когда случится. А так, по ходу, когда мы рассуждаем, думаю, что же происходит, мы уже имеем опыт, который и исторический, и нынешний опыт, имея и свой личный опыт, рассуждаем. Но, по крайней мере, напряжение идет в этой точке, которую ты говоришь, для того, чтобы взять и здесь вот разрулить. И поэтому туда и приехал этот Венс, вице-президент. Правда, он мне не нравится, этот Венс. По-моему, он какой-то вот странный, но, может быть, мы и ошибаемся. Вот так.
Да, да, будем надеяться, что Да, он нормальный, да, потому что других у нас нет, да. да-да, Других нам Америка не прислала на Кавказ. да-да. Так, вот смотрите, если вот когда начиналась война в Ичкерии, против Ичкерии, русские взорвали свои дома, вот, ну, принципе, похоже на украинский сценарий. Тоже там заходили, убивали, провоцировали и так далее, и потом решили зайти. И вот для того, чтобы отвлечь внимание, они взорвали 11, я убежден в этом, что к этому причастна Россия, 11 сентября 2001 года Россия при помощи своих союзников, друзей, партнеров и других там прокси совершила вот этот ужасный террористический акт. И в итоге отвлечение было внимания от геноцида чеченского народа, и все уже, в принципе, согласились. Америке, Западу нужна была помощь в Афганистане, в Ираке, в арабском мире, в ближневосточном мире. И в итоге, ну, мы видели, что из этого произошло. Может ли произойти сейчас то же самое относительно украинского вопроса? Если начнется широкомасштабная война в Иране, и Китай помогает, Россия будет как бы помогать и вредить, ей главное, чтобы все это затянулось подольше. И вот те вот про сколько, 12 триллионов, сколько там Путин обещает Америке в случае, если ее оставят один на один с Да-да. Россией, Украину, то как вы считаете, чем это грозит для Украины? Может ли повториться чеченский сценарий в отношении Украины, и ее просто все бросят? А, что сказать здесь? Но признаки того есть, вот они там уже говорили, что Путина там вроде чуть это не убили там, где он на Валдае, там его семья, где что Мгм. запустили украинцы, это теракт. Потом этого генерала разведки, как его фамилия была, Алексеев, Владимир Алексеева, Алексеев. мол, там тоже начали, и все это переводит стрелки на, скажем, украинцев. Ну, может быть, именно такой политикой они занимались тогда, в 90-е годы. Сейчас вообще другая война совершенно. Вот знаете, сегодня уже так вот там может быть такое. Они тогда взрывали свои дома, она тогда взрывали свои там аэропорты, захватывали что-то такое, или там какие-нибудь там, скажем, театральные помещения, где они привозили из захваченных в плен чеченцев или чеченских женщин, девушек, и говорили, вот это они. А впереди ставили своего разведчика, который потом вышел и ходил, везде хвастался, это я, мол, организовал, мол, это я сделал. И тогда они его тоже убили, его, еще одного этого своего, как говорится, агента, который язык за зубами держал. И теперь это как раз там нам и показало, что это была акция, конечно, самой России тогдашней. И тогда наши люди туда шли для того, чтобы остановить войну. Давайте пусть, если, допустим, шли туда, допустим, Басаев, Буденновцев шел, потом Радуев, скажем, Первомайская, это были все попытки при условии, когда весь остальной мир вообще-то развернулся против нас, и против нас, значит, незаконно, скажем, заявил о том, что э, суверенитет на территории Чеченской Республики, которая создала свое государство, что суверенитет России распространяется на Чеченскую Республику Ичкерия. Хотя мы туда не входили. То есть нас просто сдали. И у нас не было другого хода, собственно говоря, не было другого хода. Наши добровольцы шли туда, мы изгоняли их, четырежды изгоняли эту российскую армию со своей территории, когда она вторгалась, так? И в пятый раз они уже там устроили нам внутренние столкновения на религиозной там почве, и так сделали, что, собственно говоря, ситуация была очень у нас резерв, и ресурсов не было. У нас страна небольшая, народа было всего где-то около 1 000 000 человек, а их было 500 000 на нашей территории. И мы при всем при том, что делали, наши люди шли туда и говорили, давайте сядьте и решим вопрос мирно.
Они не хотели мирно, они не хотели, они говорили, не будем разговаривать с террористами. Оказывается, мы были террористы, хотя мы на них и не нападали. Они на нас напали, они нас убивали, они там убили почти там каждого четвертого человека, женщин, детей, мы знаем это, да? И сегодня происходит в Украине другая, несколько иная война, хотя по сути это не меняет ничего, и Украина сегодня сильно, значит, в этом отношении тоже сейчас противодействие, вооружение делает, свои дроны, ракеты. И все больше мы видим, что Украина сейчас становится, как говорится, на ноги, и ей помогает Запад, и та же Америка. А у нас не было, то есть разница была в этом. То есть мы по масштабу у нас было меньше количество, так, людей и территорий, а это уже открытая война, которая уже началась от нас. Это была экспансия, развязана тогда Россией против нас. Думали, что якобы чеченцы такие плохие, они бандиты и все такое. А на самом деле это была целая кампания, развязанная сначала на нас, на нас сделать там всех остальных, запугать своей жестокостью. Потом они пошли на Грузию, кто-то говорили, что это мусульмане, мол, их надо бить и все такое. А потом на Грузию, тоже христианскую, потом они пошли и в Украину, и дальше, сегодня снова в Украину. Вот что происходит. По этой причине здесь мы видим, что это была целая кампания по возрождению империи. Путин об этом несколько раз заявлял, вот это было, я считаю, что это ошибка и все такое. Ошибка была то, что ты на свет появился вот такой, кроме, я говорю. Или еще что, ошибка была та, что вы такую политику проводите внутри страны, и те решения, которые бы могли быть приняты и жить в этой огромной стране благополучно, так, отличие от любой страны мира, если бы система власти была другая, это другое, вот это ошибка. И сейчас вот говорить, что вот так мы сделаем, сегодня попав в этот капкан, скажем, и власти России во главе с Путиным не знают, что делать. И здесь вот как раз-таки вот этот вопрос, то, что он предложил такое количество, скажем, на 25 лет все эти северные такие территории, там имеется в виду, где добывать можно 25 лет Америка, да, 12 триллионов долларов, это все, это похоже на них, вот что я хочу сказать, это похоже. Они хотят купить. То есть вот как это было, здесь вот рассуждение было одно, что оказывается после Первой мировой войны, значит, получилось так, что контрибуции, которые должна была выполнять Германия, это было где-то около 3,5-4 триллиона там, долларов по сегодняшним меркам, да? И тогда же война мировая была закончена, это на нее возложили, чтобы она... А сегодня война еще не закончила, ничего. Путин предлагает, говорят, Трампу в 4 раза больше, если 3, там, умножить 4, почти в 4 раза больше, 12 триллионов. Если война закончится, конечно, такой кусок отхватить захочет, скажем, ну, это бизнесмены особенно захотят, я хочу сказать, в лице, может быть, такого, как и Трамп, и других. Здесь вот такая идет сейчас перепалка. Вот что это в целом выльется, будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Как будет складываться ситуация. Но как, насколько мы видим, сам Киев, я так скажу, да, не может пойти на эти уступки и не имеет права. Так? И если это сделает, даже заставит это сделать и будет принимать сам этот Вашингтон, то получится в итоге, что они сойдут с той основы, о которой мы говорили, основа международного права, там и ООН, и международное право, зачинщиком всего же был сам Вашингтон, Америка была, так? И теперь, если она с этого сойдет, все это рухнет, и это подсыпется как домино. Вот то, что я говорил, и деньги, и доллары, и отношения, если все это рухнет, это тогда будет, и может, и сама Америка начнет тогда рушиться, там же эти Штаты. Так что здесь вопрос такой, который
я думаю, не позволят и не посмеет сам Трамп на это пойти. Но они давят на Украину, давят на Зеленскую, на ее власть. Вот такая ситуация, Слава. Мгм. Известно, что США, президент Дональд Трамп проявляет особый интерес к Запорожской атомной электростанции. Сейчас, когда Венс прилетел в Армению, тоже речь идет об армянской какой-то там, единственной, по-моему, атомной электростанции. И вот по поводу того доллара, криптовалюты, все говорят, что сейчас все будут пользоваться только криптоденьгами или цифровыми деньгами и так далее. Считаете ли вы то, что вот проявляет США интерес к атомной энергетике, атомным электростанциям, это связано с чем? США беспокоятся о атомной безопасности, либо они готовятся на самом деле вот, массово употреблять энергию, в том числе для производства вот этой криптовалюты? Ну, здесь вот о том, что ты говоришь, это так, они об этом говорят. И вот Мгм. эти вот 12 триллионов, и еще вот эта Запорожская, значит, атомная электростанция, о ней тоже речь идет. Раньше была там речь совсем другое. Теперь, видимо, там Путин, как говорят, предлагает, чтобы они вместе управляли, украинцев из этого выкинут якобы. Мы да, можем эту электростанцию, мол, себе. И еще там речь идет о тех замороженных деньгах российских 300 миллиардов, что находится в Европе. Об этом тоже. Они тоже как-то, значит, Трампу предлагали эти деньги забрать. Трамп хотел там забрать 100 миллиардов, был разговор. А получилось или нет, то вопрос в том, что это решает теперь уже Европа. Европа уже начинает показывать свою самостоятельность, хотя в то же время Америка винит Европу. Вы, мол, до сих пор сидите, мол, и все это, а сами у России покупаете нефть и газ, вы там то-то, то-то, до сих пор это делаете. Они обвиняют. Говорите, мы за Украину, а сами, мол, покупаете нефть, которую покупает Индия, и переработку продуктов переработки, там бензин другой берете Индия, тем самым, мол, покупаете. Да, конечно, это возможно. Они как-то тоже ищут легкие пути, но в то же время сейчас, как я сказал, и ты мне говоришь, вот эти ограничения этим странам сейчас тоже делают. А сам, скажем, Европейский Союз сейчас настроен решительно, и без Европейского Союза, который сейчас вот решает эти страны, сама Америка не сможет, потому что без вовлечения Европейского Союза она не сможет ничего сделать, потому что здесь же это все в руках европейских стран, вот те события, которые происходят, и решения, которые нужно принимать по этим деньгам, это все же здесь будут решать Европейский Союз. Эти заявили, это Германия, ваш там канцлер тоже заявил, что мы там решаем, то есть разрываем все отношения с Россией, мы там то-то, то-то, ты знаешь, наверное, это недавно он делал заявление. Но Мгм. если это все так будет, то однозначно все эти вопросы решать им не удастся, хочу сказать. Да. Они, да, на это нацелены, это их, как говорится, предположение, это их желание. А как это удастся сделать? Это же нужно всех в это вовлечь, каждого человека, правильно, с этой Мгм. криптовалютой, со всем это, каждого человека. Он как бы зависим будет. Удастся ли это сделать? И захотят ли это сделать, скажем, многие страны? Многие страны. Это же зависит от того, может быть, если это будет, может, какой-то референдум проведут, или какой-то, или просто навяжут это. Если кто-то это сделает, здесь могут выступить, сказать, нам такое не нужно, давай такое правительство гнать трешей. Здесь же так можно сделать. Поэтому Конечно. этот вопрос такой, ну, скажем, планируемый этими правительствами или, скажем, таким мировым правительством, так скажем, образа, хотя такого нету, и все говорят, есть. Это Ну, вопрос, собирательным образом. Мгм. да-да, вот такой вот, дальше, насколько я понимаю, Аслан. Мгм.
Сегодня на Deutsche Welle вышла такая статья, провести собственное расследование в отношении возможных связей, говорят немцы, связей с Джеффри Эпштейном, с Германией, а также наличие пострадавших. Потребовали от федерального правительства представители партии Союза 90 «Зеленые» в Бундестаге. Позиция правительства в отношении файлов Эпштейна демонстрирует нежелание признать, возможно, больший масштаб скандала, что опасно и как минимум небрежно. Мы не можем полагаться исключительно на расследование США, ну и так далее, и так далее. Но это как бы вроде бы такого такой ядерный информационный взрыв произошел с этими файлами и так далее. И некоторые утверждают, что за этим стоит Россия. И все, кто попал на, так сказать, вот этот шантаж, на этот крючок, то они уже потенциально представляют, ну, наверное, угрозу для своих стран. Ну и как бы, по крайней мере, ненадежные эти люди уже можно так и туда их отнести. Как вы считаете, Россия стояла за этим или кто-то, Мгм. может, все-таки, кроме России, еще там стоял за этим? Ну, по крайней мере, мы видим, что информация такая идет. Мы видим, что сам этот вот, по многим источникам мы видим, что слышим, там показывается, что сам Эпштейн, он был связан напрямую с секретными службами России, с КГБ или там, как его назовут, да. И когда эти приезжали туда, уезжали, и даже чуть ли не Жириновский там был связан с ними, что только не говорят, так? Ну и вот эти вот вопросы там поднять, там их говорят миллионы вот этих вот, или 3 миллиона, что ли, я не знаю, этих кассет или доказательств, которые они должны рассматривать, так. И в Мгм. целом вот это все, и самое главное, что, оказывается, из России поставлялись вот эти девушки туда, и направлялись в Америку. И это, власть знала. То есть она продавала живой товар свой, и тем самым вовлекая все те, которые вовлекались в эту, кажется, компанию, которую они организовывали, то есть они были в курсе дела. Если Мгм. по этой логике рассуждать, то и Трамп был там. Трамп говорит: "Меня там не было, не рассказывайте сказки. Я мог там оказаться, ну, там, наверное, красивый остров, ну, все такое". Другие там был, там выступают разные эти, конгрессмены, политики американцы тоже. Там же тоже много людей. Не то, что, скажем, здесь 350 миллионов человек, грубо говоря, и много все что-то говорят. Там взяли, они убили какого-то человека, полицейские, ну, кого-то простого человека, и они там поднялись, и это все показывают, демонстрируют. И порой бывает, что все, что они демонстрируют, показывают, да, это они знают, это ж телевидение, и эти газеты, все, которые пишут все это, да, они же это все выдают, ну, они это делают, не потом, они же свободные, свободная ж печать, да. Но это свобода, это не означает, что они пишут все, что хотят. У них есть самоцензура, самоцензура. Их не надо заставлять. Но они знают, если где-то там он что то не напишет или что то напишет, то завтра их могут где-то зажать, их газету, их журнал или их там еще что-нибудь, их предприятие. То есть это они тоже действуют как вот. В Европе мы тоже это замечаем. Вот свобода там, все слово, все такое. Но это не совсем так. Да, свобода, да, может, но когда этот журналист или какой-нибудь там политик начинает что-то говорить, он сам должен принимать решение. Он должен понимать, какая ситуация, какие силы действуют против него, если он это сделает. И вот он сам делает это. И эти ходы зависят от состояния общества и от политического состояния, ну, в этот момент, в это время. Если этот, скажем, накопится, вот этот потенциал такой, да, то оно может взорваться. То есть это вот такая вот ситуация, и мы не можем сейчас точно сказать, а, был этот, ну, говорят, что Путин там все это знал. И поэтому, мол, вот говорят, и поэтому вот он хорошо с Трампом дружит,
А вот Зеленского он не любит, потому что он был не такой. Вот так вот они рассказывают. Вот, а поэтому с Путиным он дружит. И он ему предлагает, он знает, что ему можно предложить, и этот сейчас думает, как это сделать. Такая вот точка зрения тоже здесь выставляется. Так ли это или нет? Ну, посмотрим. Сейчас вот они же говорят, мы тебе, если ты не это, мы там 72 часа, если не остановишь войну, мы 72 часа пойдем, пустим туда французов, англичан. А, кстати, сейчас их они решили остановить, не пускать туда, допустим, французы и немцы или англичане должны были пойти в Украину. Сейчас они решили остановить. Вот в этих Абу-Даби, что были вот эти переговоры, они ждали их, оказывается, это был день, вот буквально на днях был день, вот это окончание договора по созданию вот этого атомного оружия, который был между Россией и Советским Союзом. И этот день как бы рушился. И говорят, что в этот день, когда этот вопрос рушился, нужно было, Трампу нужно было вывести своих переговорщиков из Абу-Даби для того, чтобы быть готовым к этой ситуации в такое-то время. И теперь Америка уже готова создавать эти атомные боеголовки, которые она полностью уже создала, якобы так, и может превзойти то, что есть в России во много раз. А в России экономически нету, и они могут немедленно там зарядить этим атомным, скажем, атомными капсулами. Вот такой был вариант тоже, вот, знаешь. То есть и это этим самым как надавить на Путина, что ли. Так что здесь эта игра, которая ведется на этих уровнях, да, это все вот такая вот ну, игра, которую, если изнутри ее не ощущать, не видеть, изнутри, как это все не уходит, это трудно сейчас сказать. Что и как, куда двинется, непонятно. Но, по крайней мере, видно одно, что эти должны решить этот вопрос, чтобы больше людей не убивали. И здесь Россия, то есть Украина и Запад сейчас готовятся. Из самой даже Америки очень поднимается движение в пользу Украины. Мы же видим это. И сейчас, если сейчас будут еще выборы, значит, в местные органы, я имею в виду Сенат, Конгресс, где вот если Трамп проиграет, там тоже ситуация может измениться в худшую сторону для самого Трампа. И неизвестно, что будет. То есть сейчас вот время играет, скажем, время идет в пользу тех, которые сейчас могут изменить ситуацию. Так, в самой Америке, да и в мире это отразится на все. Ну, в общем, вот так вот рассуждая, иначе конкретно что-то другое сказать, мы можем говорить, вот эти написали это, вот написали те, то, что мы говорили, это так говорят. Другие рассуждают и ссылаются на какие-то исторические данные, те события, которые совершились. Они, мол, это сделают, а эти не сделают. Может быть и так, а может быть и не так. Так что сейчас мы видим, что все нацелено на эти переговоры, и видим, что Россия не идет на эти переговоры. Она создает вот видимость, что она там идет на эти переговоры, мы ведем переговоры, хорошо, мы идем, все такое. А вопрос, главный вопрос не решается. Значит, не решая этот вопрос, я говорил в прошлый раз, они здесь, чтобы сказать, мы что-то там сделали, давайте обмен там пленными сделаем там 200 человек на 200 или больше, меньше. Или И Алексеева определенно подстрелим, было, да? вот, да, Или Алексеева подстрелим. да, или вот то-то, и это, вот так вот. Потом где-то что-то натворят, сами на куролесят, потом пытаются обвинить украинцев или других там, ну, все свяжут. Вот были эти а, таджики, помнишь, там в каком-то азербайджанском Крокус-Сити. и начали обвинять таджиков, что якобы от таджиков эти были там молодые люди, они их нагнули, настолько избивали, уши отрезали. Так они согласны на все, что угодно сказать. И теперь они, ох, это Украина отправила. Ой, мы прекрасно знаем, потому что мы с этим сами сталкивались, чеченцы, да, как они делали это. Совершенно то, что они там говорили, я в это не верил. Я просто видел это, знал, что вот такие вещи эти делают, эти вот эти имперцы, ну, с которые сидят в Москве, там это делают, это власть. Мгм. Поэтому здесь надо к этому очень критически относиться.
Ну и ну так вот, Аслан. Мгм. Аят, вот у меня вопрос был, вытекал из этих Эпштейнов, вот этих файлов. Разве вот такие большие политики, такие известные люди могли быть, вот так сниматься, их контролировать, фиксировать, если бы американские спецслужбы об этом не знали? Понятно, что русским что-то утекло, из-за этого весь этот сыр-бор произошел. Ну, а американцы или кто-то другой, или там израильские спецслужбы называют, они могли знать, как вы считаете, о том, чем Ну вот занимается это Эпштейн? мы сейчас посмотрим, Асан. Вот они же читу Клинтонов заставляют выступить в Конгресс, чтобы они отчитались. Посмотрим, Да-да. что они скажут. Оказывается, они тоже были, сам президент Клинтон Да, и другие сейчас имена не будем называть, их всех не перечислишь, так? Они все в да, этом участвовали. Все они это делали. Все, да, какие там бывает это. Они аж жируют от месяца, не знают, что делать, отдохнуть надо, вот это давай. Они считаются жизнью человека, и поэтому сейчас вот это все то. А эти, посмотри, которые действительно посылали, скажем, с России этих девушек, выбирали их, посылали туда, и что сделали? Их потом там, что с ними делали, мы знаем. Не то, что там их насиловали, их даже потом убивали и все такое. Там же об этом говорится, да? Но не, и не это тоже, слышал. Не слышал. да. Про И это убийство не слышал. тоже такое дело, что там никакой, в этом смысле нет никакой нравственности, морали. Мораль вообще там на низшем уровне. Вот что хочу сказать. Да. А простой народ это не может воспринимать, а эти же люди, у них некуда девать, как говорится, денег. Деньги сколько угодно, а они сколько, чем больше есть денег, они еще больше хотят заработать, смеются над всеми, давайте, мол, зарабатывать деньги. Давайте сейчас, вот как этот Путин говорил, когда он был в этом в Петербурге, кому-то он там из своих там друзей говорил, давай за бабки надо зарабатывать, бабки надо зарабатывать. Так и здесь вот. И здесь то же самое. Не зависит от того, это какое там общество, там, диктаторское или демократическое, но люди разные бывают и там, и там. Поэтому вот на это мы как раз-таки и делаем акцент. Окей, ясно. И вот, здесь такой вопрос касательно файлов Эпштейна тоже. Ведь что интересно, оказывается, не только на каких-то фигурантов дела Эпштейна, это негативно сказывается на самом США и, в общем, на Западе. Ну вот, Да. это большой такой репутационный удар наносится. Ну, И да, ты да, задал, закончил, да? да-да-да, Да, слушайте, да, это так, конечно, но здесь другая сторона этого вопроса. Вот если бы это делалось бы в Китае или в России, или в другой диктаторской стране, то, что Мгм. сегодня происходит, и то, что мы видим, что вот так раскрывается, вот так вот излагается, и пытается это все поставить на свет Божий и обвинить это, в других диктатских странах это не было. В этом смысле здесь есть какой-то положительный момент. И хотят осудить, и хотят раскрыть, сказать, что это не вот чем они занимаются. Вот этот процесс идет, он сам как бы в этом смысле имеет положительную направленность. Вот так? Мгм. А в других странах это вот закрыли бы рот и все. А вот даже в Америке не могут вот, взять и заткнуть не может. Президент даже не может заткнуть. Он где-то там другие ходы делает, чтобы этот вопрос поставить в тень. Ну, как говорят, там, да, чтобы вот это, об этом не говорили. Вот давайте вот поговорим про Венесуэлу, давайте поговорим про Иран, давайте другое, что на передний план вытаскивают другие проблемы, а это как будто это второстепенно. Этого, а в этих диктациях режима это бы не говорили. В этой России, в Советском Союзе, что только не происходило. И гораздо хуже, может быть, и этого. И никогда мы не узнаем об этом. Вот в чем дело. Они на 100 лет, на 150 лет там делают это секретными документами, нельзя их открыть. Что они делали? Они миллионы убивали людей в Советском Союзе. Сколько людей они убили в ходе Да-да. Второй мировой войны и после войны. Сколько? Сколько людей они сослали. Всегда говорили, вот
чеченцев, ингушей было там 400 тысяч. На самом деле в Больше. нашем архиве, который я знаю, что в архиве с этими людьми разговаривал, с архивом, нас было около 1 000 000 человек, около 1 000 000, когда высылали. И Чеченцев этих или 1 000 000, чеченцев ингушей? да, да, да. И Вместе? когда, значит, уже возвращались, нас было только 400 тысяч. И за 13 лет в этой 400 тысяч человек вошли те дети и другие, которые молодежь нарастилась, там родилась. И это стало только 400 тысяч. Можно подумать, по их рассуждению, 400 выслали и 400 вернули. Они в дороге месяцами везли, убивали, вход не давали ни куш, что снег выбрасывали, убивали, топили, сжигали наших людей в озерах, в этих, как их, Казино. а, в больницах, всех больниц выкапали ямы, траншеи, так, туда закидывали этих больных людей, закапывали. Вот такую жестокость проявляла эта власть. И это все она прячет, мы об этом говорим, они молчат, там все такое. И столько людей, то есть почти 600 тысяч людей наших они убили, когда выслали в Казахстан и, скажем, в Среднюю Азию. Вот что творилось. А здесь-то вот как-то хотят и поднять, в то же время здесь, скажем, западная цивилизация, демократия, все. Здесь, конечно, в этом смысле, здесь открыто в этом смысле можно говорить об этих вещах. Но то, что я сказал, тоже это не так вот взял тебе все так вот, мол, прекрасно. Вот посмотри, мы свое государство создали в рамках современного международного права, а что делают? Ну, взяли и запечатлели нас, согласились с этим преступным Кремлем, сказали, Чечения, территория Чечении, есть часть России. На каком основании? Спросите меня. Вот они что только не придумали. Вот надо было столько, вот у вас это, то вот документы, вот это, все. И даже на Западе с многими людьми встречаешься, когда даже такими политическими деятелями, они тоже пытаются. Я как-то разговаривал с тобой, я тебе говорил, что у меня один чиновник, очень высокопоставленный, уговаривал меня, чтобы я согласился, что мы часть России. Да, да, Представь себе, Запада уговорил. Я смеялся и ушел, встал и ушел. Ну что это такое? Как это может быть? Но в целом ситуация здесь, она может где-то как-то прятаться, но потом она может вылезти. И это демонстрация того, что мы сейчас видим, вот с этим Эпштейном и другим. Да. А там нет, а там они миллионы, 25-30 миллионов человек поубивали, ни черта ничего нет. Я говорю только за нас, народ, а сколько они поубивали других людей, которые выслали из-за своих. Этих немцев выслали, калмыков, литовцев, латышей, других из балтийских стран, там, государств. Сколько украинцев они в Голодомор поубивали. Об этом ничего нету. А здесь вот это вот, видите, вот так вот. То есть здесь, видимо, в этом отношении, в этом современном международном таком праве не хватает того момента, что здесь должен быть какой-то вот, ну, скажем, ну, какой-то контрольный орган, но мне так кажется. А не чтобы свободно какие-то 5 стран, не какие-то большие 5 стран, и чтобы им тоже было назидание, если они что-то там. Чтобы было здесь, и тогда, может быть, что-то будет. Вот. Что да, ну это надо сейчас думать, как это будет. Они вот сейчас хотят новое там придумать, новое там современное международное право. Ничего они не придумают, потому что они снова, если начнут придумывать, то вот эта вся ситуация, которая сейчас мы говорили с тобой, да, если она рухнет, потом она пойдет, как говорится, как домино, и не соберешь, и что будет? Тогда может начаться эта война, наверное, и это атомная тоже. Вот что такое. Мне так кажется. Аслан? Спасибо, Аят. Асланбек спрашивает, он комментирует, было бы хорошо, если бы в Германии сделали бы профессиональную армию с хорошими зарплатами и американскими инструкторами. Чеченцы, сирийцы, афганцы пошли бы служить в контрактную армию Европы. Что думаете об этом? Для Европы это было бы надежным щитом? Но, в принципе, это всегда и было, когда вот брали, вот, допустим, когда они захватили территории, допустим, Средней Азии, Казахстана или даже Кавказа, они этих людей брали и посылали воевать. Вот чеченцы. Они, когда эта война началась, вторая, что была там, да, вот, и вот
Туда пошли чеченцы, воевали там. И всех забирали. Сейчас вот в Украине, которые они их там вытаскивают с этого, ездят в машине, в автомобиле, останавливают машину, любую причину придумают, молодой, все, вперед, давай иди. Если нет, так мы тебе это. То есть насильно заставляли, и они идут. Назад пойдешь, там пристрелим или дома что-то сделаем. Эта система у них так выработана. Здесь же на Западе такого нету. Здесь, да, могли такие пойти, могут пойти. Могут. Эта система так вот построена. И здесь на Западе, конечно, люди других национальностей тоже в этой армии могли участвовать, да, и воевать. Но смотря где и как это будет, да, это было. И фашистская Германия тоже набирала разные народы, Конечно. создавала свои Все армии. всегда. Да, Да. да, Той же Иордании, например, чеченцы и черкесы являются очень древним, уже старым таким вооруженным формированием, которое охраняет королевскую семью. Хотя у них есть, да. говорят, разногласия с местным арабским населением, которое немножко не очень хорошо к ним относится из-за того, что они защищают уже больше 100 лет и 150 лет королевскую династию. Иса Ахмадов спрашивает, наверное, это последний вопрос. Любая гадость, совершенная РФ Путина, проходит безнаказанно ООН, начиная с резолюции ООН по Ичкерии. Кремль знает, Запад все проглотит? Вопросительный знак. Но он сам ответил, вот ты не вопросом должен это задать, а утверждением должен сказать Иса. Это да, проглотит. Пока что проглотит. Пока проглатывает. Да. Пока проглатывают. Наша задача в этой ситуации, понимая, что вот такая ситуация, значит, объединиться. Здесь вот на Западе, который есть у нас, за рубеж людей, наша как раз-таки эта система власти, которая есть, эти разного рода гонцы, которые присланы сюда, России здесь их много, так называемые либералы, да, либералы-демократы, которые здесь вот борются против Путина, но не против системы власти. Они не утверждают, они не говорят, они говорят, что мы там хорошие, мы такие демократы. А на самом деле, спросите у них, Крым чей? Они пока говорят, Крым украинский. А спросите, Чеченская республика независимый государство? Нет, она часть России. Вот здесь их можно и раскрыть. Вот вся их суть. Да. Поэтому здесь вот так вот. Крым чей сейчас нельзя им говорить. Надо спрашивать, чья это Чеченская республика Ичкерия? Независимое государство или она оккупирована? А они все, вот буквально все, они говорят, нет, это часть России, мы, мол, согласны, чтобы она вышла из состава России. То есть они говорят, что мы часть России. Представляете? И они все, значит, действуют и говорят, ну, скажем, здесь нашими так называемыми самозванцами, которые работают на этот Кремль фактически, они с ними тоже вот это вот прокладывают вот эту линию, они единомышленники в этом вопросе. И в то же время они вот, я вот наблюдаю, они что делают? Они ведут свою информационную программу, у них там разные какие-то есть блогеры, и они все говорят, обвиняют там Путина, все обвиняют. Очень правильные вещи они говорят. Но в то же время сами сидят на этой лжи. Они Да. поддерживают вот эту всю команду, которая такая же лживая. То есть они раскрывают сами себя. Вот такая вот ситуация. Совершенно верно, Аят. Как вы в прошлый раз тогда мне рассказывали, как Россия, как они делят правду. Сперва правда ложь, правда отбрасывается, ложь делится пополам, и Да, уже какая-то более удобоваримая ложь, принимаемая, а да, да, другая откровенная ложь. И да, вот между этим идет борьба. Интересно. да. Аят, спасибо вам большое. Опять по-чеченски не получилось у нас, все на русском задавали вопросы, и так будет даже более продуктивно. Спасибо вам большое и всем, кто нам помогал, смотрел, участвовал. Аят. Спасибо тебе, Бархалдаря Исуль. Наши чеченцы русский язык знают. Язык врага надо знать, и мы должны это доводить до остального мира, поэтому мы говорим так.
Между собой мы много говорим, общаемся. Конечно, и между собой, если на чеченском языке будут вопрос задавать, мы здесь немедленно сразу на чеченском языке будем отвечать. Так что вот такая ситуация. Баркалушон. Спасибо всем. Всем спасибо, Баркал. Адикер, Маш До свидания, друзья. До свидания.